Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы продолжаем говорить о героических и трагических событиях Отечественной войны. И сегодня тема нашей беседы – город Тхуарчал и его героическая оборона. С самого начала войны здесь сложилась очень сложная ситуация. Район оказался оторванным от основной части Абхазии, где находилось военное и политическое руководство республики. Началось стихийное движение по оказанию сопротивления врагу. С первого же дня войны во всех ачимчирских селах стали создаваться очаги сопротивления, стали создаваться такие группы самообороны и партизанские группы. Положение еще усугублялось тем, что количество населения Тхуарчала увеличилось почти в 2 раза. Если до войны население составляло 21 500 человек, то уже после войны оно составило 43 тысячи человек. Итак, я хотела бы предоставить нашим зрителям, наших гостей представить. Тимур Владимирович Гогуа, кавалер ордена Леона, комиссар, зам по тылу Тхуарчалского гарнизона. Лаврентий Михайлович Миквабе, герой Абхазии, генерал-майор, командир 3-го Тхуарчалского полка. Отар Качевич Ломия, герой Абхазии, полковник, командир спецбатальона «Ласточка». Надар Тарасович Какубава, герой Абхазии, полковник, командир спецбатальона «Скорпион». Илья Шалович Гамисония, кавалер ордена Леона, полковник, начальник штаба Тхуарчалского полка. И прежде чем мы начнем повествовать эту историю, я бы хотела попросить нашего режиссера показать видеоролик из хроники, которая передает вот те события, о которых сейчас будет идти речь. Кадры знакомые до боли. И все же, кто принес вот эту первую весть, что в Тхуарчал принес эту весть, что началась война в Абхазии? Я думаю, что вот Надар Тарасович нам расскажет об этом, потому что это, в принципе, была первая разведывательная операция. Расскажите нам, Надар, как это было? Поздравляю всех с Днем Победы. Поздравляю тех ребят, которые, отрывая от себя с Западного фронта последние патроны, кто нам передавал с Гудауты, снаряды,
кто нам помогал, чтобы мы выжили. Спасибо им большое. Ну, мне хотелось бы еще вот один момент подчеркнуть. Мы, да, командиры, которые прошли войну, но есть рядовые ребята, которые с нами прошли и ничуть не менее, чем мы сделали. О них надо больше помнить. Я просил бы в следующий раз, чтобы они присутствовали в этой студии, чтобы они говорили обо всем этом. И все время, чтобы мы не говорили. Иначе складывается впечатление, что мы о них забываем. Спасибо. Ну, это все началось с того, что 14 утром со своими близкими друзьями Валера Кугушвили, орден Леона, Славик Доча, орден Леона. К сожалению, он сейчас недвижимый, лежит от тех полученных ран. Мы по своим делам поехали в сторону Гала. Когда доехали до поста Ухрейского, там стояли наши ребята. Как вы помните, тогда мы были как бы разделены. Грузины отдельно тянули, мы отдельно. И наши срочники тоже там дислоцировались в казарме, рядышком с этим постом. Там был тогда по имени Гиви, да, я правильно говорю? Гиви парень Беслохубский, он был начальником поста. Попросил, ребята, говорит, по-моему, что-то началось, мы не можем, говорит, это знать. Если мы покинем пост, то нас, говорит, могут в плен взять и так далее. Говорит, мы не можем. Он попросил нас, мы поехали дальше втроем. Буквально километра полтора мы отъехали. Ну, идет, что идет, армада, вертолеты, танки, в тельняшках, в очках, в общем, с пулеметами. Мы встречаем вооруженных людей. Мы разворачиваемся обратно. При нас брали этот наш пост. Наши тоже куда-то в воздух стреляли. Там по 3-4 патрона у них было всего лишь у наших ребят. И те тоже на поражение тогда не стреляли. Мы окольными путями через Багвеш попали в Ткварчал. И как раз я увидел знакомых людей, в том числе и Лаврика Миквабия. Мы говорим, что началась война. Никто не хочет верить в солнышко, все хорошо и так далее. Оказывается, на самом деле началась война. Вот первый день, вот как мы втроем принесли ту весть о том, что началась война. А дальше уже ребята расскажут, что было после этого. Ну, насколько нам известно, вот в первый же день войны был бой. И даже был подбит танк. Лаврик, расскажите нам, пожалуйста, об этом. Ну, в тот день я был в военкомате, меня в увольнение отпустили за день. Я должен был отметиться, что я нахожусь в городе. Прибегают ребята на дар и говорят, вот такое дело. Началась война. Ну, в тот же момент я поехал, переоделся в форму, автомат был при мне. В военкомате быстро создали группы, УАЗик и ЛАЗ. Резервистов набрали, гвардейцы сели все туда, и мы выехали. Это было где-то часиков 10 на перекресток. На перекрестке произошел бой. Там был подбит грузинский танк. Подбит Нукзаром Агарба. Также был ранен, впоследствии убит Нарсия, наш товарищ. Бой прошел, я вам скажу, жестокий. Это был бой утро. Потом произошел бой вечером. Это уже участвовал в нем Надар, наверное, скажет вам более детально. Ну, вот вечерний бой сразу же, да, следом был. Вот расскажите нам. В тот же день. В тот же день мы собрались, бедный Валера был такой, после войны погиб Пипия. Баламутом звали его, он, я, многие ребята, Ткварчельские, сейчас по именам всех не помню, Эдди Кварча, ну, много ребят было. Да. Русик Хашба, бедный, тоже после войны в Гале погиб. Много ребят было. Мы все вечером пошли в бой. И мы решили освободить, как бы разблокировать этот перекресток. К сожалению, мы не рассчитали, конечно, свои силы. В тот вечер погиб Гогия Резо. В тот вечер погиб Квитиня Валера. Мы сразу понесли потери. Они начали нас обстреливать со всех сторон. У нас у кого мелкашка, у кого двухстволка. Ну, мы по-своему приняли бой. Но, честно говоря, нам пришлось отступить. И очень быстрыми шагами отступили на несколько километров, можно сказать, бегом. Потому что мы впервые сталкивались с такой мощью, а у них был опыт
В Осетии они уже воевали, они были хорошо оснащены, ночное видение, они нас видели. К счастью, что они в нас стреляли болванками. Тогда еще это начало войны, неразрывными снарядами, танковыми. Ну вот как-то вот так вот. В первый день мы понесли первые потери. И никто тогда не думал, что завтра будет, как мы будем жить, что от этого будет. У нас была одна цель — уничтожить врага. Но, к сожалению, в первый день нам это не удалось никоим образом. В общем, понятно, это было первое боевое крещение. Однако вот хочу сказать о том, что в самом Тхуарчале военкомата не было. Его заменял в администрации военно-мобилизационный отдел. Но как вот появились военные структуры? Ведь ничего не предвещало нам вот таких серьезных событий. Я думаю, что, Тимур Владимирович, вы это больше осведомлены об этом. Добрый вечер. Во-первых, хотел бы поблагодарить всех тех людей, которые сделали эту программу. Безусловно, военная тема – это тема та, которая нас всех всегда держит в напряжении. И прежде чем сказать о том, что вы сейчас спрашиваете, я бы хотел бы начать, наверное, с самого города, самого жителей, с тех людей, которые создавали этот город, с тех людей, которые становили этот город. Войне, конечно, предшествовало много тех моментов, о которых мы все хорошо знаем. Но не сказать о том, как все это начиналось, например, по линии военного комиссариата, тоже, наверное, будет неправильно. 1 июня я был назначен на должность начальника военно-мобилизационного отдела. В городе Тхуарчал тогда вообще отсутствовал военный комиссариат. Он был упразднен, расформирован, и оставались некоторые те офицеры, которые служили еще при советской власти. До развала Союза имеется в виду. Значит, вот с этого все и начиналось. Как мы это услышали в военкомате, я вот хотел бы воспроизвести это. Совершенно посторонний человек от военного комиссариата рано утром, это было после 8 часов утра, зашел гражданский человек в военкомат и сообщил, сказал такую вещь, что он видел на Ингур, на той стороне реки, как были собраны воинские формирования с военной техникой, и с таким ажиотажем он зашел в военкомат и говорил об этих событиях. Безусловно, в первую очередь, мы, конечно, не поверили в это, но у нас на тот период времени была радиостанция, 130-я станция, она нас связывала с военным комиссариатом республики. На то время Сергей Платонович Дбар, вечная ему память, был военным комиссаром. Вот я связался с ним и спросил: Сергей Платонович, вот у меня такая информация есть, что вы о ней знаете? Да, он сказал: я знаю о том, что на нашу территорию вторглись вооруженные формирования Госсовета Грузии, и мы сейчас с руководством обсуждаем наши дальнейшие действия. Мы, безусловно, получили от него команду, что в какой последовательности вести работу далее. И мы начали заниматься мобилизацией. Мобилизацией людских ресурсов, которые у нас находились. Были приглашены наши друзья, товарищи, вот, в частности, Илья Гамисоня, Олег Аршба, которые в первые моменты мобилизации записывали всех тех людей, которые приходили в военкомат. В двух словах считаю нужным сказать, что, конечно, ажиотаж сразу же был такой необыкновенно острый в нашем городе. Все вокруг администрации города собирались, в военном комиссариате собирались. Люди не знали точной обстановки, да мы сами практически не владели ей, за исключением тех обрывочных моментов, когда
люди заезжали, говорили, информировали нас, что так или иначе происходят те или иные события. Наверное, необходимо сказать еще и то, что на тот период времени, конечно, ни в военкомате, ни в других каких-то структурах военных, в том числе и в милиции, не было того оружия, которое необходимо было выдать людям, которые от души хотели встать на защиту своей родины. Все требовали: дайте, выдайте, где и как. За исключением отдельных людей, которые до этого имели стрелковое нарезное оружие, мало у кого было его в городе. Вот. И после начала формирования отдельных подразделений, таких разрозненных групп, значит, вырастали уже более или менее организованные воинские формирования. И вот до этого мои товарищи говорили, что первый бой был 14 числа, первые два боя был утренний и был вечерний бой, и где понесли потери. И с каждым днем наше сознание, наверное, проходило то, что это не просто какая-то очередная, наверное, кампания нашего противника, а это была настоящая война впоследствии, о которой мы убеждались. Да. Наверное, как-то так. В Ткварчале было очень много народу. И из этой массы нужно было строить ополчение. Нужно было... С этой задачей прекрасно справлялся и справился военный комиссариат. И для людей надо было выработать какую-то мотивацию, надо было проводить какую-то идеологическую работу. И, наверное, это было непросто. Илья Шалвович, я думаю, вы вот это можете нам рассказать. Ну, во-первых, действительно хочу поблагодарить автора этой передачи за возможность еще раз вернуться к событиям 25-летней давности, самой трагической и самой славной нашей жизни. Вот за возможность со своими боевыми друзьями пообсуждать и вспомнить какие-то эпизоды из этой жизни. Да, действительно, огромная масса населения в Ткварчале скопилась на период начала войны. Собственно говоря, для меня война началась далеко за пределами республики. Я по телевизору увидел, что началась война. В ту же ночь выехал, значит, к границе. Границу перейти было невозможно. Уже была взята Гагра. С каким-то трудом мы добрались до Сухума на какой-то попутной электричке. Потом почти пешком добрались до Ткварчали. Нас была небольшая группа абхазцев. Вот. Что увидел я в городе? Где-то в 2 часа ночи. Никто не спит. Везде все сверкают огни. Хаотичное движение. Ну, практически, значит, никакого командования, никакого вменяемого военного командования. Гражданские лица, гражданские структуры. Мелькают лица гвардейцев, наши ребята, служившие в гвардии. Но опять же, значит, все это происходит стихийно. Стихийно возникает первый оборонительный рубеж. Это на Галицгинском мосту. Значит, с помощью наших, так сказать, шахтерских специалистов-взрывников было заминировано все, что можно было заминировать. Железнодорожный мост, да, железная дорога, мост через реку Галицга, подступы со стороны Бедии. Первый этап. Опять же, значит, первые вменяемые военные команды отдал Владимир Георгиевич Аржба. Вот он в тот период оказался у нас в Ткварчале. Значит, его первые команды были, как установить противотанковые ежи, как правильно организовать, значит, подводку к взрывчатым точкам, где правильно заминировать, где наибольший урон можно нанести противнику. Вот это первые вменяемые команды. Потом Владимир Георгиевич, значит, был откомандирован в Гудауту. Весь этот период, значит, был процесс, когда формировалось ополчение. Вообще историю формирования Ткварчальского полка можно разбить на 3 этапа. Первый этап — это, конечно, формирование ополчения. Ополчение собиралось вокруг военного комиссариата. Я, когда добрался до Ткварчала, первое, что сделал, как дисциплинированный советский офицер, побрел, значит, в военкомат. И вот там, собственно говоря, и вот встретились те, кто имел какое-то отношение к армии, что-то знал, кто был приписан и так далее.
Вот первые команды военного комиссара были, это формировать ополчение. 3 или 4 пункта было организовано. Буквально за 2 суток более 1500 человек было записано в ополчение. Но им надо было ставить задачи, с ними надо было начинать работать. Специалистов у нас не было. У нас не было оружия, самое главное. На тот момент нас спасло просто то, что не было активных боевых действий в сторону Ткварчала. А какие-то локальные операции проводили отдельные боевые группы, которые тоже сформировались стихийно по принципу вот, авторитетных ребят, гвардейцев и так далее. Вот такими командирами на первых порах были вот, и Лаврик Микваби, Нодар Какубава, Руслан Джелли, это милицейская группа, да, ну и ряд товарищей. Очень сложно называть имена, потому что кого-то забудешь, значит, ребята будут обижаться. Но 2 имени я должен назвать, с чьим именем связано вообще начало формирования, активного военного формирования Ткварчельского полка. На первом этапе это системы обороны города. Это Гиви Адлиба и Валерий Джинджоли. Эти 2 человека вот с приездом Гиви Адлиба, значит, они занялись очень четко формированием военных структур. Значит, по их инициативе был организован штаб. В этот штаб они привлекли меня почему-то вот, с самого первого этапа. И вот отсюда началось реальное формирование Ткварчельского военного подразделения. Какие были трудности? Трудности заключались прежде всего в том, что мы имели дело с гражданским населением. Надо было... Какие задачи стояли перед системой обороны города? Надо было собрать воедино все имеющиеся военные структуры, взять на учет оружие, взять на учет боеприпасы, определиться с наиболее уязвимыми направлениями, создать систему обороны. Это все было непросто. Непросто, тем более, что опыта военных действий не было ни у кого. Вот первый этап это была система обороны города, потом появился командующий фронтом, то есть образовался фронт. Вот первый раз где-то в конце сентября месяца мы познакомились с нашим будущим командующим фронтом Мирабом Кишмария. Я лично вот увидел его первый раз после того, как в Меркульском бою были взяты трофейные БМП. И он на этом БМП заехал в город. Я спросил, кто это там за рычагами на такой страшной машине. Сказали, Мираб Кишмария, афганец. Вот, ну, первое впечатление. Да. Вот для нас был важен авторитет любого человека, кто знает военное дело. Для нас был важен авторитет гвардейцев наших, для нас был важен авторитет офицеров запаса, особенно афганцев. Ну, афганцев было очень мало, конечно. Вот. И вокруг этих людей, вокруг людей, которые с первых дней войны имели в руках оружие и так далее, вот и начался формироваться Ткварчельский батальон в самом начале. И далее уже вот в течение 3-4 месяцев с учетом всех задач, которые стояли перед ткварчельцами, перед задачей по обороне города, мы сформировали все структуры, все военные структуры. Вот даже сегодня, анализируя все, что нами было создано, значит, практически, ну, критических замечаний можно бы сказать много, но направление нами было избрано верное. Правильно. Мы сформировали все необходимые структуры, которые в целом, объединившись, могли быть названы даже по, значит, советским масштабам полком. Это порядка 1200 человек, это около 50 километров линии обороны, зоны ответственности полка, это 4 батальона, это отдельный Ткварчельский батальон, оперативный батальон, это оперативные группы. Кстати, вот надо обязательно отметить такую ситуацию, что именно Ткварчельские оперативные группы, это группа «Скорпион», группа «Ласточка», группа «Гроза», группа «Ислам» и так далее, вот они фактически участвовали во всех горячих точках по всей линии Восточного фронта. Ну, так уже сложилось, что Ткварчал, значит, стал центром Восточного фронта в силу материальных ресурсов, которые находились там на период начала войны. Это в какой-то степени продукты, это в большей степени горюче-смазочные материалы, это интеллектуальный потенциал города, это инженера, это врачи, это специалисты по буровзрывным работам, шахтеры и так далее. То есть все эти люди оказались востребованы. И в результате, значит, вот были сформированы даже инженерные службы, которые не просто ремонтировали оружие, а даже изготавливали новые виды вооружения, изготавливали новые виды взрывных устройств.
изготавливали минометы на базе Ткварчельских центральных электромеханических мастерских. И часть этого оружия поступила на вооружение всего Восточного фронта. Ремонт вооружения был налажен. Был налажен ремонт бронетехники, трофейной бронетехники, поскольку нашей бронетехники не было, но буквально через месяц-два, наверное, уже стали поступать трофейная бронетехника, и танки, и боевые машины пехоты, пушки и так далее. И вот потенциал Ткварчала, его инженерный, его интеллектуальный потенциал, человеческий потенциал, он позволил создать вот такую серьезную структуру, которая стала вот, как бы основной структурой, одной из основных структур Восточного фронта. Ну, Восточный фронт — это 3 полка, как вы знаете. Одним из таких полков, значит, был наш Ткварчельский 3-й полк. Что особо хочу подчеркнуть, говоря о людях, о наших людях, это просто неимоверный патриотизм, вот неимоверный энтузиазм, неимоверное желание делать что-то полезное и важное. Это самоотдача. Это особый героизм тех, которые день и ночь находились на позициях. Конечно, решение оперативных боевых задач играло огромную роль. И были большие потери у ребят, и были, значит, очень тяжелые операции. Но те, которые ежедневно находились на позициях, зачастую с одним автоматом на 3 человека или с одной гранатой без автомата, вот это настоящий героизм. А таких позиций в зоне ответственности Ткварчельского полка было, значит, начиная от Беслохубы и заканчивая Бедией. Кроме того, значит, с периодом, когда растаяли снега, возникла необходимость контролировать горные перевалы. И в этой связи нами был создан спецотряд «Егерь» из состава вот, жителей Ткварчала и близлежащих сел. Охотников, скажем так, следопытов, туристов, знатоков этих гор и так далее. И они очень успешно справились с этой задачей. Таким образом, мы контролировали, я уже еще раз говорю, около 50 километров линии обороны, то есть зону ответственности полка. Я, наверное, очень много говорю, да? Ильяс Фролович, все, что вы говорите, очень интересно. Ткварчал сплотился, и Ткварчал дал отбой врагу. Еще какой. И это очень... В принципе, мы как бы все вроде как знаем, но вот это свидетельства очевидцев, они же очень-очень важны. Но вот мне, думается, будет не безинтересно для нашего зрителя узнать следующее. Вот вы говорили о заминировании, да? А ведь очень интересно то, что, оказывается, еще в советское время в ткварчальских шахтах было огромное количество взрывчатки. Вот я думаю, вот об этом расскажите нам, пожалуйста. Да, безусловно. Конечно, наш индустриальный центр Абхазии, город Ткварчал, с его потенциалом, людскими ресурсами, инженерно-техническим персоналом, город был на высоте. На начало войны на складах взрывчатых веществ, это шахта управления Ткварчельска и рудоуправление доломитов, вот на этих складах находилось огромное количество взрывчатки. Вот очень важно, наверное, отметить, что по решению была сформирована автоколонна, которая загружалась этими взрывчатыми веществами, и практически по всему Восточному фронту были доставлены средства взрывания и сами взрывчатые вещества. И на первом этапе, я думаю, что это сыграло колоссальную роль, потому что все подступы, все подъездные пути практически были заминированы. Наши шахтеры, ткварчельцы, все те, которые обладали знаниями взрыва, да, они выезжали в населенные пункты Ачимчирского района и помогали минировать подъездные пути. Наверное, здесь же будет уместно вспомнить, сказать о тех оборонных предприятиях, которые формировались на начало войны. Ведь и оборонные предприятия, и наша центральная городская больница, они не были приспособлены ни к чему. И в первые дни были созданы оборонные предприятия, туда вошли
предприятия такие, как шахтоуправление, Ткварчельский ГРЭС, завод «Заря», завод «Аргонавт» и центральные электромеханические мастерские. И на базе завода «Зари» была сформирована такая структурная единица, где выполнялись заказы оборонного ведомства. Помимо этого, буквально же первые дни на базе нашей центральной районной больницы был сформирован военный госпиталь. Мне особо хотелось бы подчеркнуть работу всех тех людей, которые спасали жизнь. Спасали жизнь, начиная с первого дня и до последнего, всех наших ребят. Это и хирурги, это и анестезиологи, это травматологи. Вот такой патриотизм наших врачей трудно было, наверное, передать. Десятки, сотни, тысячи спасенных жизней – это благодаря ихнему труду. Здесь нужно еще, наверное, себе так вот представить такую картину. Но в первое время у нас еще было электричество. Потом же нас всех отсоединили, и мы были, да, обесточили, и мы были без электричества. Благодаря опыту, умению наших специалистов и то, что у нас в город поступала вода самотеком, вот на базе водопровода, который мы имели, были сооружены генераторы, которые выдали электричество для нашего госпиталя, для командования нашего полка. А электричество – это все. Впервые мы накачали даже кислородный баллон, а кислород для нас, что был для спасения жизни, мы хорошо это представляли. Когда мы его выдали, это был, наверное, колоссальный успех. И мне особо хочется подчеркнуть, наверное, ту огромную работу, которую сделали наши тыловики. Я, может быть, упустил какие-то структурные подразделения, но не сказать о обществе с ограниченной ответственностью «Каштан», так называемый, да, руководил им Харчилава Лёча, был такой хороший человек, великий патриот нашей страны, который изготавливал гробы. Ритуальные все услуги делал он. И надо сказать, вот мои друзья подтвердят это, что это было сделано с таким чувством ответственности за тех погибших ребят. И каждый из них был похоронен, который погиб, похоронен в бою, похоронен, я уже запутал так некоторые слова, но да, в каштановом гробу. И их было изготовлено очень много. 1200 гробов. 1200 гробов с учетом всего гражданского и военного населения. Но если говорить о погибших, то по Ткварчельскому полку непосредственно в бою погибло 248 бойцов наших. И здесь Илья Шалович говорил, в зоне ответственности по линии фронта, это в пределах 50 километров, вот ребята днем и ночью безвылазно, иногда неделями сидели в окопах, чтобы не пустить врага. Все эти события очень сильно, несмотря на вот эти 25 лет, они волнуют наши души, они вызывают определенные воспоминания. Я понимаю, как непросто сейчас вам. Но вот мы должны сказать о том, что если на Западном фронте противников разделяла линия обороны, то на Восточном фронте было такое очаговое сопротивление, так называемая партизанская война. К зиме был сформирован полк из 4 батальонов. Я сейчас перечислю их: Бедийский, Рекский, Покачский и Беслохубский. И 2 отдельные роты, впоследствии ставшие батальонами. Рота «Ласточка» и «Скорпион». Надо сказать, что все операции, которые разрабатывал Ткварчалский фронт, они почти все были успешны и нанесли противнику существенный урон. Однако я знаю, точно знаю, что временами было так тяжело.
было просто невыносимо тяжело. И вот как-то в предварительной беседе, Лаврик, вы мне рассказали очень интересные эпизоды войны, а ведь из этих эпизодов, в принципе, складывается вот она вся война. Расскажите нам, пожалуйста. Эпизоды. Там много эпизодов было. Вот когда было невыносимо тяжело, и люди прибегали к каким-то нестандартным ситуациям. Ну, как вам сказать? В принципе, в каждом бою была нестандартная ситуация. Возьмем ту же Агубедию, Ешкыт, когда брали. Интересно тоже было. Тот же Паквеш, нестандартная там ситуация. Кинги мы брали, там вообще комическая ситуация у нас появилась с Утаром, просто это все говорить как-то, наверное, будет... Нет, я бы хотела, чтобы все же мы на этом остановились. Но я вот буквально в 2 словах скажу, вы все же дополните. Вот эта высота 302,2, Мишвель. которая, да, Мишвельская, как вы ее называете, операция, Эшкыт. Эта высота была отбита грузинами. Да. И осталась буквально у подножья какая-то группа, состоящая из скольки человек? Андреахин Виктор и сколько там человек? 7 до 10 где-то. На скале сидели, напротив грузин. С моей да. группы там Хинту был, вот это они сидели. Ну вот расскажите, что нужно было, чтобы... Что нужно было? В принципе, надо было выбивать их, потому что, не выбив их, они бы уничтожили всех этих ребят. Ну, разработали операцию, в принципе, выбили их оттуда. Конечно, были интересные тоже моменты в плане, если сказать, шуток, да, друг друга матом крыли. Далее, нашли там кусок хлеба, обрадовались. Это, в принципе, все ребята, вы поймите нас правильно, были голодные, злые, не одетые. И, как бы вам сказать, в принципе, там был тоже жестокий бой. Жестокий и такой вот. Вообще могу дополнить немного по этой операции. Да. Да, вот по Эшкыт. Да, вот по освобождению высоты 302,2. Значит, эта операция, она возникла не просто так. Лаврик очень просто сказал, хотя он непосредственный участник и организатор этого штурма. Вот. Но ситуация возникла из-за чего? Значит, еще в апреле месяце, значит, мы получили сведения об активизации противника на горе Лашкиндар. Ну, разведчики в течение 2 недель наблюдали за этой ситуацией, вот какая-то возня там происходила, потом радиоразведка донесла, что там активизируется какая-то работа. До последнего момента мы не обращали внимания, потом ночью пришел разведчик и говорит, они заносят туда тяжелые минометы. Я так представил, что, значит, это обстрел города. То есть этот плацдарм позволял обстреливать город. Наступление с той стороны было нереально, поэтому мы чувствовали себя спокойно. Когда заговорили о тяжелом вооружении, значит, мы тогда забеспокоились. Вот в течение ночи собрали команду, и группа ребят, там часть «Скорпион», часть «Ласточка», значит, поднялись и в течение, значит, буквально нескольких минут смели всю эту группировку оттуда, практически без потерь. Двое были ранены, по-моему. Да, практически смели эту группировку и сделали это настолько эффективно и четко, что, значит, после этого они туда не делали ни одной попытки больше взобраться. Но следствием этой операции стала другая их деятельность. Они, значит, разместили тяжелое вооружение на вот этой высоте 302,2. Пушки Д-30 установили. Пушки Д-30, и оттуда методично стали обстреливать село Бедья. Уничтожая каждый дом, начали со школы, потом, значит, сельсовет и так далее, потом по домам, а потом взяли, грубо говоря, моду, значит, каждое утро обстреливать Бедийский храм. То есть вот эта вот самая христианская нация в мире тренировалась, значит, на обстреливании Бедийского храма. И в результате этого обстрела храм был сильно поврежден. В конце концов, они до такой степени достали этой пушкой, что надо было очищать эту высоту, другого выхода не было. Другого выхода не было. И вот тогда и была разработана операция, были привлечены войсковые силы, значит, сам командующим фронтом прибыл туда и так далее. Вот, и вот этой
Понятно. Была необходима, вот это и возникла необходимость А- по очистке этой высоты. Понятно. Атар Аркадьевич, вот скажите нам, группа «Ласточка» какую роль сыграла в этой операции? Холбзия по студия, обзерашимаза адапсот или хопства, хаважлар. حراسة خوزي أبصر الذهن زجراح شعر زرو أي بشرة تدرس بخزة بسوي نتاس بخزة ريغ خمسة زي خمني زعم خار تتصقو الله تشجر يوسي مريزان زجر قوالة شرا زجرخ زهرا هوا عجلر يخبي أدرة ززقو تقرشال بيابول تقرشال عروب تقرشال زمدروا أبسنا خطوخوا رفرخاتر أي بشرة الله زيجي تقرشال أبسوا ركفرة تسكنجي أبخي قلن ينقز علي أنا جلبي تقرشال حخزان دزي عين دز خنتوينتك الله تبخي زبسنا زيجي رابخي يزبان زري رلا عزان وبريزة أفرخاتر أبسنا أزن أكبر شكاتورا يسناجر قوي زايقون حراس يتخوزي أي بشران تقرشال إجرت رايون كو راس تا يحا أخن تاري تقولن يشوف دروا بشادزن وغو علي أجلر راتوي خيط أفت أمزد أبجر خرا أمزد أكلك تقرشال غي نبيشي علار وينخسي أقوى جرجي أبخي عزفن داري خنتوين تغرخون عزفن أوسكو يرتونيم يبقى رأي إن شاء الله تواجه زيجي أجي حب أبخي بيمشي نركنا أبخي بيمشي زي يمشي زحن جويدا أزامس أبجرت بجيما إن شاء الله زيجيرز دردوم زيجيرز خراء أزامس ترى يلا تواجه أجيب حنا أمس أخو كاجرة أمس أزاقوا أبخي شرح بشوالة نخلا دسوي زمان إن شاء الله زا سبورت أغانا خي عز أجكون شبس أبخي قوبكو عزنا ناس ستركتورة خي كل سنة تقرشالا زيجي خوش جدوجي أجابا زنباز أجموغة غير خرجي نسويه يلغر زماكوا يقوتم شاكوا أبريو خيال خوب شوي زحوا حبس واجور يحرق زخشرة تخازر زحناري داري قد شاقو وسوب دربن بسوا يزحن أري يجوخ بشوكسا هاين حاتا قلت يايرمش يقولر شاقو يجي خار رتسقو بخا زي قوب سريتا بوب حشاس حدا بريو زيز كار عزاز أري لصلص يلا تشاجتو نداري وجران زي حنبش أجكون شوية زقواتهم فرخاتر رتشاني عزاز أتانك فوز يبنا كوبي تابلز وبرت ريخت زكوا يحام يجي بجارك ميديسين رخو عزوز سلطات داريم فزاقوا عيونيم فزاقوا سلطات رخو أرجون أقول زي يامله يكون عبش لبقله يبخزنا لبقك أوينا بجيرتون يجني فروز يشادزي فروز يلاقار يلي خود فراش خود عشا أقمز داشا شلا أمز أتقول زاشا داري تجان أخاجلر كاجك أمزاقوا يدقلنا راس يتخوزي مشلها أرامز بجيرلها أرامز يربن خرخر تلزا علي أكتا كنا سوجد دا سودر طول حوزر أوخا بجرزي جرا بجارك أخي على زعبا بست قرشالا حرا شماتريال خلق زمز دخا عيجلر وجد قرشالا عرض زجر زبوت أي بشران يوسي عنوان زي يوسي حرقيح شي بتني حمز أخوشش نخن يربن كتا زعلي أتاروما زيبجوما خلزابوما تامشوما يخصت بزيج وشمشروما نو أكو حالتر تجرا أبراي حرق تراسة سري حاج كنتروبي رتوين تخذ أبري وشمشروما خلزابوما يخاق زعلاقي أكبيامش تقرشل عرلا يلا جيدا أي بشرة وصو حروي خوي كاج كنترو تقرشل أكبيامش شني يتخيط
сентябрь ҩыжәаба амш аҽынгьы сара сбаталион аҵиааз Мамука ҳәа Барганџьиа жәибжь шықәса нагӡаны ихыҵӡомызт. Убригьы аҵыхәтәангьы убрила ихыркәшахеит аибашьра. Аха аӡәгьы нас алафгьы ҳҳәон, асамарҟәылгьы ҳҳәон, зегьы ҳрышьцылеит, иаҳҵеит ибзиан. Абри анхаҩ бзиа иҽага, абри амхы бзиан иширашәо еиԥш акәын ҳахьнеилак убыс. Мчыла ҳанеиҟарамыз иаҟан, даргьы маҷк ашәарақәа рыман, иаразнак ҳадымхалаӡакәа иҩны ианцоз аан, аха ҳаргьы ҳаныԥхьарцоз аан уи ииашан иуҳәароуп. Аха патугьы ақәаҳҵон иӷәӷәаны аҿагылара ахьаҟарҵоз. Убри аструктурақәа дара ақырҭуаҩтәы аполициа Душецки, ар структурақәа урҭгьы ҳақәшәоз аҟан. Иӷәӷәаны аҿагылара ахьаҟарҵозгьы аҟан. Аха ҳаргьы ҳаԥсашәамзи, шьҭа ахьаҵра шамахамзар иалӡомызт, ус иҟан зехьынџьара. Ара иуҳәаша рацәоуп. Итабуп Таркачевич, ялахкает. Все же, знаете, я хотела бы вернуться к вот этой мишвельской операции. Я хочу сакцентировать, потому что зрителям будет очень интересно. Вот в предварительной беседе Лаврик мне рассказал, но, видимо, мне придется это сделать. Это о том, что... Это было в Кинге. Это было в Кинге? В Кинге была кингская операция. Это нет. А вот по поводу вот этой женщины, которая... Я все-таки хочу вернуться на высоту 302,2, где наши бойцы были вынуждены у подножия сидеть. И было очень тяжело, насколько я помню, вы рассказывали. Да, очень. И для того, чтобы оставить вот эту группу, чтобы в ночь они не ушли, ваша медсестра, она, да, Дали, пришла, вот я хочу, чтобы зрители услышали эту такую историю. Она пришла в ночь с абхерцой и стала играть песни. Причем люди голодные, холодные, несколько дней не евшие, вместе с ней пели песни. И всю ночь она играла эту песню. А на утро, вот надо было до утра продержаться, что называется. И даже грузины слушали и аплодировали, да, вот насколько... Там буквально дистанция, метров 30, наверное. Было, не более. Но такое было. Вот она приняла такое нестандартное решение, и оно сработало. В тот момент правильное решение, я так думаю. Да, в тот момент это было то, что нужно, да, Лаврик? Да. И таких же событий было наверняка очень много. Да, там было много. И снова, вот возвращаясь к операциям, я хотела бы их перечислить. Это Очимчирская, Бедийская, Беслахупская, Лашкиндарская, Тамышская, Покашская и так далее. Вот особо хотела бы остановиться на Очимчирской операции, где, я знаю, вы потеряли очень многих молодых ребят. Вот, Надар Тарасович, расскажите нам это. Ну, прежде всего, почему зародилась вот такая идея нападения на Очимчира? После того, как Гагры взяли, мы были окрыленные. Мы уже знали, что есть тыл, есть выход на Россию, что наши силы увеличились, идет приток. И мы как-то вот командование решило, освободить Очимчира. Может быть, некоторые сейчас говорят, это надо было, не надо было. Я думаю, что это надо было, потому что враг должен был знать, что мы в любом месте, любой ценой мы его достанем. Была разработана операция. К этой операции были привлечены очень много групп. В том числе с Гудауты должен был высадиться десант. Но, к сожалению, десант не смог высадиться. Там мотор испортился и так далее. На другой день наши ребята кое-как спаслись, оттащили их назад в Гудауту. То есть этот вариант отпал. Со многими я лично вот так вот, знаете, я не буду вдаваться в подробности, но были такие моменты, когда вот мы друг друга уверяли, что мы встретимся в Очимчире. Кое с кем тоже пообнимались, решили в Очимчире встретиться. В итоге 63 человека мы зашли туда, Ласточка и Скорпион, и с нами еще были ребята, кроме нашей группы. Вот у нас даже вот был такой человек, его называли гаубицей из-за того, что двухстволкой.
Гена Кархалова был такой губский парень. Ничего не имел, взял двухстволку, с нами пошел. Ну, в итоге мы зашли туда. Очень хорошо зашли. Проводниками были Гогия Зурик, рассадзахский парень. Кстати, вот его брат в первый день погиб. Вот его старший брат проводником был, и Толик Цурцумия. Они очень хорошо нас подвели к тому месту. Безупречно. Ну, начался бой. Мы-то думали, что к нам придут на помощь. Мы тогда не знали, что случилось там с баржей. Должны были там со всех, с 3-4 сторон. Очень большие силы должны были зайти. Ну, завязал с собой. Мы сразу как бы понесли очень большие потери. Там погиб, не могу не сказать, там 2 брата матовцы погибли. Другой, их 3 матовцы там погибли. Джопуа. Черхена бедный, там погиб. Ваня Гуня, там погиб. Вахо Цицхладзе, там погиб. До этого, царство ему небесное, вот эта деда-группа, вся практически погибла. До этого они зашли, обстреляли здание милиции, и они отошли. Видимо, они, когда никого не увидели, одни бы не удержались. Практически они все погибли, там несколько человек осталось, их сожгли в машине. И мы остались в городе. Уже рассвет. Многие убитые, раненые, там Гемуа, Эрдомби раненый, Сурам, Джинджоли раненый, дочь Гена раненый, а мелких ранений это уйма сколько было. И мы уже видим, что мы одни остались в городе. Мы думали, что хотя бы кто-то из тех ребят, с которыми мы договаривались, что зайдут, хотя бы сбоку какой-то удар нанесут, отвлекут, чтобы мы хотя бы могли выйти. Ну, без подробностей, так, к сожалению. После этого эти группы хорошо воевали, проявили себя, очень много для Абхазии сделали. Но на тот момент что-то не сработало. Ну, сейчас не могу кого-то вот обвинять, там, ты не пришел, ты такой, ты сякой. Ну, в общем, мы выбрались потрепанные, разбитые кое-как. Ну, вот, к сожалению, это имело место. Имело место. Еще я бы хотела, чтобы мы все-таки выделили еще бы Ахалдабскую операцию, потому что произошедшую 15 сентября 1993 года, взяв когда Кадорский мост, грузины планировали продвинуться в село Адзюбжа и выйти к морю. Вот это была очень серьезная тоже операция. Вообще все операции были серьезные, но вот это была и сложная. Лаврик, вот что бы вы сказали бы по этому поводу? Перед моим полком нас вызвали с Ильей Гамисония в штаб Восточной группы войск Кишмаре, поставили нам задачу. Мы выехали лично в штаб свой, поговорили между собой и решили. Я выехал, короче, с группами для взятия Кодорского моста. Были задействованы дзюбжинские группы, атарские группы. Сейчас всех не упомню. Когда был взят Кодорский мост, стал вопрос расширения плацдарма. Значит, надо было нам брать Ахалдабу. Были задействованы Надаров группа, Джелевская группа, Отаров группа, там практически Рекинские группа, Атарские, Дзюбжинские. Очень много было групп, но где-то до середины села застопорилось наступление, пошли жертвы. И жертвы были, вы меня извините, большие. Там пришлось нам повоевать и очень сильно. В итоге мы почистили это село. Почистили, выставили подразделение. Почему? Потому что от трассы до моря еще было нечищенное, там сидели еще враги. В итоге по трассе, вот я помню, на Даре люди сидели по трассе, далее Отара люди. Практически часть от Кодорского моста и вся до этого поворота, как она, Атарского поворота, вся часть была освобождена. Это, вы мне извините, как раз наступление на Сухума пошло, и все это, такой был прецедент хороший. Далее мы и почистили и до моря тоже.
Знаете, вот в предварительной беседе с вами я вот услышала такую мысль, которая прозвучала, что война – это не столько героизм, сколько каторжный труд. И в этой связи мне бы очень хотелось обозначить важность тылового обеспечения. Ведь для того, чтобы человек пошел воевать, его надо одеть, накормить, дать ему какое-то оружие. Вот, Тимур Владимирович, может, вы скажете об этом? Как оно проходило, вот это тыловое обеспечение? Вообще, если быть вкратце, то на начало войны город Кварчал, он, конечно, снабжался, обеспечивался, и были довольно неплохие запасы. Но они быстро исчерпались. Исчерпались в связи с чем? В связи с тем, что очень много людей было перемещенных, которые оставили близлежащие села, это Ачимчирского района, да и сам город Ачимчира. Можно себе просто так себе представить, что практически в каждой кварчельской семье были, начиная от 6 до 15-20 человек. Это кто собственные дома имел, вот принимали тех перемещенных лиц, которые вынуждены были оставить свои дома. А это и дети, это и взрослые. Безусловно, их нужно было кормить. И Кварчал, имея кое-какие запасы, старался это сделать. В начале войны и администрация города Кварчал, и тыловые службы военные уже, они, если будет правильно так сказано, смогли какую-то часть продовольствия остановить, задержать. Это было поручено комендатуре города Кварчал, которая на тот период времени была сформирована. Ее возглавлял Гиви Адлиба в самом начале военных действий. И старались распределить таким образом, чтобы и гражданское население, и военное население было обеспечено. Но это длилось, к сожалению, недолго. Благодаря нашим жителям, нашим близлежащим селам, селам Ачимчирского района, да каждой семье, кто как мог помочь фронту, они помогали. Помогали всем, чем могли. И здесь огромную роль, конечно, сыграли вот наши хозяйства. И там тоже, к сожалению, все заканчивалось. Те редкие в начале военных действий вертолетное сообщение, которое было с так называемой Большой землей, это Гудавуту мы имели в виду, вот, когда первые рейсы пошли, когда пошло какое-то небольшое снабжение, но в первую очередь, конечно, снабжением вооружением и боеприпасами. А если получали продовольствие, то в основном они шли, конечно, в военный госпиталь и детям. Детей было очень много в городе Кварчал. Город Кварчал, особенно в зимний период, было так заметно, что население большое. У нас близлежащие посадки деревьев, да, вот за чертой города, были практически все вырублены. Людям нужно было обогреваться. У нас же не было на то время электричества, ничего, обогрева. Доходило до того, что многие снимали паркеты, полы, стулья, мебель, ломая, чтобы согреть свои семьи. У нас очень много было голодных смертей, зафиксированных голодных смертей, которые люди умирали от голода. По прошествии почти 25 лет это трудно сейчас говорить, но представить себе на тот момент многое можно было, что человек, умирая с голоду, не позволял себе что-то съесть, а отдавал последнее на фронт, на победу или своим детям. Вертолеты с грузом, как вернули в спорт. Вертолеты с грузом, вот здесь Надар подсказывает, да, безусловно, как мы не вспомним. А этот эпизод был связан с захватом заложники зампредседателя Верховного Совета Лабахова и пилотов, российских пилотов, да.
Тогда шли большие переговоры, и никак грузинская сторона не хотела их освобождать. Была организована встреча в городе Ткварчал. Тогда если не ошибаюсь, приехали представители российской стороны, грузинской, по-моему, стороны кто-то представитель был, и убеждали, что мы должны были принять этот груз. А пришли 3 борта, по-моему, тогда, сели на стадионе. Да, на стадионе, да, продукты были. Одна даже, по-моему, с подвеской К-26, по-моему, был вертолет, пришел. И ткварчельцы тогда отказались. Мы, умирая даже из голода, отказались от того, пока не освободят наших представителей и российской стороны тоже, тех людей, которые были пилотами данного судна. Вот и такой эпизод в жизни был у ткварчельцев, которые они отвергли любую помощь. Мы все помним этот эпизод, когда голодающий Ткварчал отказался от этого рейса и от этой помощи. Вот сейчас в продолжении того, что вы говорили, Тимур Владимирович, я бы хотела, и чтобы зрители почувствовали и вспомнили, какая была обстановка в Ткварчале во время войны, я бы хотела зачитать письмо русскоязычного населения Ткварчала президенту России Борису Ельцину. С началом оккупации город, в котором мы живем, находится в блокаде. Не поступают мазут для электростанций, нет ни муки, ни других продуктов. Рабочие не получают зарплаты, пенсионеры пенсию, люди уже умирают от голода. Некоторым удается пробираться в близлежащие села, чтобы приобрести что-нибудь из съестного. Но грузинские молодчики отбирают сумки, унижают, издеваются, оскорбляют. Есть случаи группового изнасилования. Гвардейцы Госсовета грабят, разрушают дома, награбленное вывозят в Грузию. Жители сел остаются без крова и средств к существованию. Они уходят в лес, в горы, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих детей. Это был крик, это был вопль, что называется, людей вообще к мировому сообществу. Я очень четко помню, что когда шла война, мы включали вот эти каналы российские, и вот это чувство тоски, безнадежности, когда ты умираешь, а мир продолжает ходить на выставки, продолжают в школьные какие-то мероприятия идти и так далее, культурная жизнь всего мира, и мы, которые вот умираем на виду у всего мира. Вот, и сейчас, когда такие события происходят в других регионах, мы, конечно, это очень понимаем, будучи сами когда-то в таком состоянии. Но надо сказать, что Ткварчал откровенно голодал. Были случаи голодной смерти, да. Именно поэтому было вывезено российскими вертолетами до 5000 населения, которое больше уже никогда не вернулось в этот город. Производили эту акцию Кудинов и Шойгу. Я знаю, что иногда вышли на операции, иногда сами, чтобы просто раздобыть себе еду. Да. Вот как бы это ни звучало страшно, но иногда операция планировалась только потому, что вот там, в том месте, паслось стадо коров или так далее. Это и смешно, как говорится, и грешно, но такие случаи были. Было. Это было в Беде, что мне скрывать. Это было... Штаб не знал об этой операции, я знал, в принципе, Илюша тоже, наверное, знал. Ребята разработали, там на сопредельной стороне работали магазины, сигареты продавали, хлеб. Свет горел. Да, свет горел. Вот они сделали вылазку. И неделю гуляли наши ребята. Это еще как-то не так. У нас в Беслахубах мы дислоцировались, наши ребята, половина из них там, половина в Беде. Вот этот Славик бедный, который сейчас, когда мы освобождали Лачкиндар, он пулевое ранение получил, тогда врачи сказали, лет 10 проживешь, он уже 20 недвижимый. И вот он самый здоровый, мы ему поручили уца, джера, иду, княхзага, вот между грузинами и нами, там полянка была. И скот сюда приходил. А Славик, есть такой командир Беслахубского батальона, наш товарищ, тоже награжден орденом Лена. Он говорит, слушайте, говорит, если 2 месяца еще продлится война, говорит, мы без скота останемся, берите, говорит, у грузин. И вот мы Славика отправляем туда. Он пошел туда,
и поймал здоровенного быка, не, бывало поймал. А шах ахается, ну, и тащит, ну, не идет, понимаешь? И в это время там какая-то перестрелка, этот буйвол тащит его туда, но он как-то намотал веревку и не может освободить себя. А наши не хотят стрелять, не хотят себя, не хотят обнаружить ответный огонь. Этот уже его тащит, уже видит почти вот туда. И один кричит там, ухос, моя радшим, а он орет, не стреляйте, может, они меня еще отпустят, не стреляйте. Бык его тащит. В итоге, ну, расстреляли этого буйвола. И Славик пришел отсюда с такими красными глазами, говорит, и шимфа, теперь, говорит, сами добывайте, говорит, еду. И такое тоже было. Карту Отара Кархалова помните, да? نسفرات يتخوي أتقول عشاء نتشجع خلق وسيعن Когда невыносимо было. وشرا نحجاش تخ خدوي كذاك في جيت قرشال يعني قرشال أفت قملي وجان زي ميخائيل تشيح زيبس زنزن لابجر زعن حركلهم أفت بس نجي حزركلهم يعني مجال كوي شرط دي جيت رصح راجستين استشق حمني من خاشك يا درربز شالا سيجيريغز وبريعي حان ام جالو حسزفهم ان شاء الله начал хортоли нападаем сегодня. Я больше амгал не могу покушать. وبريز يعني سمرقوق يقن عيد صلاب رجع عيد سرا بريتو командир полки пол-литра водка водка суху. Ты проиграл. Я жуху пошел хацует и самшадзать. Долги надо возвращать. Хайсет куртвой ход две ход два ход зникал и хай схватили сутуя. Хайлгар пол-литра кузук сургулоться. Вы знаете, продолжая тему голода, я себе позволю одно воспоминание. Вот когда Ткуарчал боролся, вот буквально через месяц, по-моему, стали в Гудауту прилетать вертолеты с ранеными. И вот мы находились вот среди толпы, которая, значит, встречала вот эти носилки с ранеными. И вот каждый вот раздевал, чистил, они были в грязи, в крови. Вот я на всю жизнь, вот такой эпизод, который запомнился, мы почистили одного парня, он был без сознания. И когда сняли с него куртку, в кармане, ну кто он такой, надо было знать имя, фамилия, вот я обнаружила в кармане кусок мамалыги. Да, это... Я помню свою растерянность, я не поняла, как мамалыга могла попасть. То есть, и только потом пришло осознание, что в городе настолько тяжело, что мамалыга – это сухой паёк. Вот, положить вот мамалыга, вот эту кашу в карман – это подтверждение того, что там очень плохо. Понимаете, голод не тетка, как говорят. Мы все столкнулись с этой ситуацией. Я еще хуже столкнулся, вот Тара знает, с таким грязным делом. Ну, что делать? Даже какая бы грязь на кусок хлеба не упала. Нет, нет, вы это должны рассказать зрителям, чтобы они знали. Дело в том, что вы раздобыли, да, и хлеб. Это было в Кинской операции. В Кинге жестокий бой был. Практически тоже жертвы были. Но мы выбили их оттуда. Заходя в блиндаж, мы с Отаром увидели, висят такие большие огурцы и дранский хлеб. Ну, хлеб мы не видели. Я, естественно, порезал его, горбушку по кругу. Положил этот длинный огурец туда, там кильку положил, там сахар, ну, короче, я не знаю, что там было. Все это проволокой смотал, думаю. Тут, ну, подвигал. Тут этот Отар дерется с одним пленным. Раздался выстрел, короче. Я повернулся и ругаюсь, что ты делаешь? Я посмотрел на свой хлеб, все вот это мозги его на моем хлебе лежат. Как бросишь его? Пришлось срезать все. И съесть этот бутерброд. Я не смог бросить хлеб. Ну, вот это вот реалии войны. Тут уже ничего. И таких эпизодов было очень много. Да. Пришла пора нам все же перейти вот к ткуарчальской авиации. Дело в том, что грузинская авиация регулярно
наносила ракетно-бомбовые удары по городу. Из Гудауты была с трудом налажена доставка в блокадный город Тхуарчал гуманитарной помощи по воздуху. И первый вертолет с гуманитарной помощью, он приземлился в Тхуарчале 21 сентября 1992 года. Он вез муку, кукурузу, рис, вот самые необходимые продукты для питания. Но доставка была осложнена тем, что воздушное пространство простреливалось грузинской авиацией. 14 декабря министр обороны Грузии Китовани предупредил российское командование в Абхазии, что будет и будут с этого момента уничтожаться российские самолеты за нарушение грузинского воздушного пространства. И в тот же день, в 17:30, над высокогорным селом Лата ракетой «Земля-воздух» был сбит российский вертолет Ми-8, выполнявший гуманитарный рейс из блокадного Тхуарчала в Гудауту. Пораженный вертолет упал севернее Тхуарчала, где-то в 25 километрах от Тхуарчала. В результате этого бесчеловечнейшего акта погибло 86 человек, 30 детей, в том числе несколько беременных женщин. Это были самые страшные дни для Абхазии. Абхазия буквально вся оделась в траур. Если вертолет был сбит 14-го, останки сгоревшие были подобраны только 16 декабря. Они были доставлены на аэродром в Бамборы, оттуда в Гудаутский госпиталь. 17-18 декабря в Абхазии были объявлены траурными днями. 18 декабря в Гудауте состоялся траурный митинг, после которого останки сожженных были захоронены в Гудаутском парке. В этот же день, я знаю, что в Тхуарчале тоже состоялся митинг. Однако эта новость в Сухуми была встречена ликованием и стрельбой из автоматов. Я предлагаю все же посмотреть нашим телезрителям, вспомнить эти трагические дни для нас. Пожалуйста, покажите нам этот ролик. Я помню, что, Лаврик, вы рассказали о семье Риваза Цурцумия, который в этом вертолете потерял почти всю свою семью, до 9 Всю потерял, человек. всю. Вот. Да, мы друзья с ним еще со школы в армии вместе были. Он пытался отправить, мы, в принципе, и не пошли, и вертолет не поместили. В ту ночь я был в Беде, снег лежал большой. Вижу, едет машина со стороны Тхуарчала, фары горят, музыка в полный голос. Подъезжает, смотрю, восьмерка, думаю, еще как она сюда спустилась, Риваз с Цурцумием. Я говорю, ты чего, Риваз, с ума сошел, что ли? Чего у тебя музыка играет? Он молчит, стеклянные глаза, и говорит, у меня семья погибла. Как погибла? И от его слов я узнал, что он был сбит вертолет. Это был шок. Если до этого события у нас какие-то были еще, я не знаю, какие-то такие миролюбивые, да, все равно мы как-то на что-то надеялись, то я думаю, вот это событие, оно, в общем, начался новый отсчет времени. Дело в том, что ООН никак не отреагировала на эту трагедию, да и вообще мир в целом
остался глух к этому преступлению против человечности. Международное сообщество с большим опозданием признало этот факт. В течение всего периода войны ведущие политики мира, они оправдывали войну в Абхазии, эти смерти, это убийство, этот грабеж, они оправдывали это массовое уничтожение необходимостью сохранения территориальной целостности Грузии. Ведь именно в эти дни, когда в Абхазии полыхал пожар войны, развязанной Эдуардом Шеварднадзе, именно в эти дни он был награжден за вклад в дело мира медалью Международного центра имени графа Батьяни и Международной премией Эммануила Канта. Как говорится, комментарии излишни. Я вам скажу, можно я скажу? Да. Вот гибель этого вертолета, в принципе, подхлестнула нас всех. Мы готовы идти, были драться, рвать их зубами. Практически все, что было живое на тот период, в нас все умерло. Вы представляете, это я просто не могу это. Я до сих пор в ужасном состоянии, видя все это, наблюдая все это. И сегодня, видя этих людей, вот Рейвас Сурцумия, мой друг, я говорил, вот они родственники, зайдите к нему домой. Дети его, жена его, там фотографии. И также у других, у Нани Пачули, то же самое. У других людей, это ничего человеческого в этом нет. Ценой жизни вот этих ребятишек, всех тех наших граждан, которые вот были сожжены заживо в вертолете, они вот эти вот своей гибелью лишний раз дали нам понять, что мы имеем дело с нелюдьми. Да. То есть это опять-таки вот нам пришлось опять-таки, если какая-то надежда была, что мирным путем что-то может закончиться, все было закончено. И мы поняли, что здесь уже... Они подхлестнули нас, или жизнь, или смерть, другого не дано. Подхлестнули нас к скорейшему уничтожению, в принципе, и заканчиванию этой войны. Вот что самое интересное, я хочу еще подчеркнуть. Рейвас, вот я ему сколько раз говорил, давай, вот есть это, давай. Нет. Он к этому подходил по-другому. Хотя вся его семья погибла, Эта боль, я думаю, боль всей она Абхазии всегда будет с нами, сколько бы времени ни прошло. Заканчивая нашу беседу, я все же хочу затронуть одну очень щепетильную тему, последнюю. Снятие абхазского флага в городе Тхуарчал. Очень много было сплетен, рассуждений, но именно вы знаете, что там было на самом деле. И давайте поставим точку вот в этом вопросе и никогда больше возвращаться к этому не будем. Надар, скажите. Этот вопрос на самом деле 25 лет обсуждается, и никакой остановки нету. И знаете, что больно? Дают оценку те люди, которые вообще, их еще не было на свете. Да, они, возможно, патриоты, они не за что-то, они за свою родину болеют, хотят правду знать, но не зная той правды и стараться давать какие-то оценки, это очень тяжело. Могут дать оценку те люди, которые присутствовали на тот период. Это было так. Сейчас это очень долго, я не буду об этом рассказывать. Да, буквально коротко. 2-3 минуты. Был звонок с Гудауты, где все наши старшие сидели. Оттуда было сказано: действуйте по обстановке. Рассчитывайте на свои силы, потому что, сами знаете, Гал так и так их не было, они сразу забрали. В Ачимчире главу пленили, флаг растоптали. Сухуми они забрали, Гагру забрали, Гудаута и Тхуарчал. Честно говоря, тогда те люди, которые приняли решение отойти куда-то, скажем, в сторону гор, они исходили из того, что хотели создать какую-то базу, чтобы была партизанская, какую-то базу, чтобы партизане начать дальше воевать с грузинами. Но я считаю, что это был не лучший выход. Сейчас договорю один момент такой.
когда вот это решение было принято, был такой бедный Жожо Тарба. Он полез и снял флаг. Правда, это не при мне было. Чтобы то же самое не было, как в Очимчире, чтобы они бросили, а кто-то говорит, там грузинский флаг, там один флагшток. Этого не было. Те люди, если хотели бы они грузинам сдаться, они не в горы пошли бы на перекресток в Очимчире, чтобы им сдаваться. Но я еще раз повторяюсь, это мое мнение. Если хотели какую-то базу создать, можно было там двоих, троих, хватало людей, там какую-то базу создавать, а пример дурной был подан. Но есть такой Даур Ашба, который видел. Мы собрались, и Даур Ашба присутствовал. Он это все слышал. Я одному человеку сказал, если мы вернемся живыми, то это никого не вразумило. Ну, в общем, они пошли, правда, там они сутки всего лишь были. Мы пошли, дороги перекрыли. После этого там ходуны были, и грузины ходили туда-сюда. Они сразу информацию донесли, что вас ждет там засада. Они не пошли сюда. И спасибо им большое, Царство им Небесное. Зантария, все ребята со своей группой с Тамыша прибыли. Как раз, кстати, вовремя прибыли. И очень большой плюс они нам дали. И кое-кому тоже настучали, кто еще не успел убежать, но, может, и думал убежать. Это очень сильно помогло нам. И говорить сегодня, что кто-то город сдавал, я считаю, что это неправильно, этого не было, это не имело места. Никто город не сдавал. Если кто-то, 5 человек в лес ушли, это не значит, что другие все город сдавали. Кто хотел, может, кто-то в душе хотел, но этого я не увидел. Они из других побуждений. Еще один момент хочу добавить. Молодежь подрастает сегодня, они этого заслуживают. У меня 2 родных племянника, одному 14, другому 15 было. Они всю войну прошли. После войны они со своими сумочками пошли школу заканчивать. Вот как один, все встали б, чуть побольше даже возраста. Мы раньше войну бы закончили. Илья Так что Павлович, точку поставим, я вас прошу в этом Илья вопросе. Павлович, вот буквально 2 слова по этому поводу. Просто я хочу сказать, что когда проходит много времени, появляется очень много желающих давать оценки событиям, которые прошли, и к которым они не имеют никакого отношения. И даже те, которые присутствовали в тех событиях, иногда то ли в политических каких-то своих целях, то ли с целью провокации, то ли Бог знает еще из-за чего, начинают паразитировать на этой теме. Значит, Нодар Тарасович очень правильно акцентировал многие моменты. Там все было направлено не на сдачу, а на дальнейшее продолжение борьбы вот в тот день. А давать оценки тому дню, это очень сложно, это практически невозможно. Это процесс неразберихи, это 2-й, 3-й день войны, да, буквально. Да, Это да. процесс отсутствия военного командования, это просто волевые решения отдельных лиц, отсутствие оружия и так далее. И в этих условиях принимается героическое решение создать партизанский отряд, отойти в горы недалеко, значит, и унести, естественно, с собой флаг. Этим флагом это Жожо Тарба, он обмотался им, как я не знаю, как вот это делали в Великую Отечественную войну, вот герои. Он обмотался этим флагом и со слезами, значит, он прошел туда. Я хочу отметить одну вещь. Ни один взрывной заряд не был снят, значит, все мины как стояли, так и остались. И если бы враг все-таки рискнул пойти... На позициях все оставались. Все оставались на позициях. Если бы враг рискнул пойти, мосты бы взлетели на воздух, и был бы нанесен врагу урон, он бы не прошел в город. Все понятно. То есть факт не имел места. Вяжек. Вяжек не спартиста хубрёк. Ира хазарак хаб мира бариси пакишмаре и бжин нардуни хе. Тқаршалай. Тқаршала уси зигирмазам азин ала шажара. Убреяла пшоз убреямыз тқаршала иқарцаз ахшара зимдруа ишабалак ха нас уже зигир хо. Уже абрюза шажара кой анкала хаб сгуяна год ехет бе дырра таранахас. Мы все будем, наверное, ждать того, что вот эта вот сегодняшняя беседа поставит таки эту точку в этом вопросе. Итак, Тхуарчал выстоял, город-герой. Нет более высокой задачи у человека и у народа, чем сражаться за свою свободу. Не бывает невеликой Родины. И всякая война за Родину, она велика. И всякая война за Отечество есть великая война. И народ, выстоявший в такой войне, он достоин
восхищение и уважение. И, как говорят историки, чем меньше народ, тем весомее его победа. Всего доброго. Я благодарю всех наших гостей. До свидания. Спасибо.